Миграционная ситуация на территории Российской Федерации остается стабильной. На территории России на 1 января 2019 года находилось 9,7 миллионов иностранных граждан. При этом эта цифра увеличилась на эту дату по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 500 000. В основном это граждане государств-участников СНГ. Надо отметить, что постепенно снижается количество незаконно находящихся на территории России иностранных граждан. Если брать цифры начала 2018 года и конца, то на 3% эта цифра уменьшилась. Увеличивается количество легально работающих иностранных граждан на территории Российской Федерации. Постоянно проживающие иностранные граждане по разрешению на временное проживание или видом на жительство также растет. На сегодня эта цифра более 1,1 миллиона человек. Возрастает количество желающих приобрести гражданство Российской Федерации. При этом тенденция эта просматривается из года в год. То есть каждый год количество желающих приобрести гражданство Российской Федерации растет. В прошлом году гражданами России стали почти 270 тысяч иностранных граждан. Все вы знаете, что 31 октября ушедшего года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была утверждена новая концепция государственной миграционной политики. Данная концепция четко разделяет меры и подходы к двум категориям иностранных граждан. Первая категория иностранных граждан – это наши соотечественники, русскоязычные иностранные граждане, которые возвращаются в Российскую Федерацию к себе на родину и с желанием остаться на долгосрочной основе в России и в дальнейшем приобрести гражданство Российской Федерации. Соответственно, перед нами стоит задача упростить процедуры проживания на территории России и приобретения гражданства Российской Федерации. Вторая категория – это иностранные граждане, которые прибывают в Россию на работу. Соответственно, стоит задача адаптации их в российском обществе, предотвращения создания каких-то условий для криминальных и других негативных проявлений, а также связанных с межнациональными конфликтами. Для Министерства внутренних дел в первую очередь необходимо будет проработать механизмы упрощения, начиная с самого въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан. Затем необходимо упростить процедуры получения разрешительных документов для временного и постоянного проживания на территории Российской Федерации, оформление документов для трудовой деятельности, безусловно, приобретение гражданства. Немаловажное значение стоит по упрощению предоставления государственных услуг, чтобы эти государственные услуги, наши государственные услуги, предоставлялись в комфортных условиях и наиболее с меньшими временными затратами для граждан. Для иностранных граждан, которые оформили разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, появился новый вид визы. Эта виза стала трехлетняя, многократная. Раньше она выдавалась на 1 год. Созданы преференции для граждан, которые были депортированы с территории Крыма в 40-х годах. Эта категория может сегодня, минуя получение разрешения на временное проживание, сразу получать вид на жительство. В декабре 2018 года были внесены изменения в закон о гражданстве Российской Федерации, федеральный закон о гражданстве Российской Федерации. Этими изменениями президент Российской Федерации наделен полномочиями по определению в гуманитарных целей категории лиц для упрощенного порядка приобретения гражданства. Также в этом же законе прописана возможность для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа подавать документы на приобретение гражданства по месту пребывания. В этом у них были определенные трудности, когда требовалась подача документов по месту жительства. Наряду с упрощением определенных процедур мы работаем и над усилением ответственности принимающих сторон, над усилением миграционного контроля. Так усилена была административная ответственность за предоставление жилого помещения либо транспортного средства иностранным гражданам, которые находятся нелегально на территории Российской Федерации. Уточнены понятия места пребывания, принимающая сторона. Как вы знаете, наверное, что на сегодняшний день можно регистрировать иностранных граждан только в жилом помещении, в котором они реально проживают. МВД наделено полномочиями по определению порядка депортации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Установлена обязанность лиц, которые выступают в качестве принимающей стороны за отслеживание цели въезда иностранного гражданина. К сожалению, зачастую бывает так, что цель въезда, заявленная при въезде, не соответствует той цели, которую на самом деле в последнее время иностранный гражданин использует. То есть он может заявить частную цель, а при этом приехать трудиться. Это является нарушением. Разрешение на временное проживание теперь без учета квоты лица, состоящие в браке, могут получать только в том субъекте, где проживает супруг. Это было сделано для того, чтобы предотвратить использование фиктивных браков для оформления разрешительных документов. К сожалению, это тоже имеет место.